Итак, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня мы, Руслан Айсин и уважаемый Мурат Курбанов, лидер туркменской оппозиции. Вчера немножко связь подвела, поэтому мы закончили, может, не так, как хотели. Но вот сегодня в развитии наших тем Мурат Бей посмотрел то известное интервью китайского посла во Франции Лу Шая, в котором он заявил сенсационные вещи, дескать, страны бывшего Советского Союза не обладают эффективным суверенитетом или неполноценным международным статусом, да, там опять-таки трактовки разные есть, переводы, но это интервью было удалено, скандал вышел знатный. И вот, соответственно, Мурат Бей посмотрел это интервью, он живет во Франции, владеет французским языком и готов нам рассказать, что, почему так произошло, ведь надо учитывать, что еще был визит, встреча, вернее, Си Цзиньпиня с Эммануэлем Макроном. Да. И тут вот такой скандал. Пожалуйста, вам слово, Мурат Бей, как бы вы оценили, и что из этого всего выходит? Салам алейкум всем зрителям телеканала Поистине Лайв. Салам алейкум, Руслан, и вашей команде всем. Еще раз хочу всех поздравить. Айд Мубарек. Надеюсь, что вот все ваши желания, все ваши пожелания Аллах услышал и исполнит. Мы все надеемся на это. Если вернуться к вашему вот вопросу, на самом деле Макрон был несколько дней назад, скажем, несколько недель назад в Пекине. И там он сказал на встрече одну важную фразу. Он сказал, что американцы всегда имеют какую-то стратегию или какую-то политику в отношении Китая, и Европа вынуждена преследовать эту политику. То есть самая сложная вещь, что мы обязаны идти в хвосте этой политики, исходя из этого выстраивать отношения с Китаем. Он тем самым сказал, что Европа хочет сама отстраивать отношения с Китаем. Я не могу как бы критиковать и анализировать это, потому что надо глубоко разбираться. Я пока не разобрался во всех дискуссиях двух сторон, Китая и Франции, но вот эта фраза говорит о том, что Европа, в частности Макрон, один из лидеров европейских, хотят отстраивать отношения с Китаем самостоятельно, невзирая давние, значит, отношения, политические отношения Китая и Америки. Они конкурируют между собой, но Европа хотела бы отстаивать свои интересы. Вот это интервью, оно дало как бы такое развитие, что Китай начал свободно говорить во Франции о своих планах, о своих взглядах и так далее. И это уже второе приглашение вот этого посла Франции, посла Китая, находящегося во Франции. Первое интервью я случайно увидел, я был в шоке. Там такие острые вопросы были, и посол на грани держался, чтобы не поднять там скандал на этом телевидении. И вот второй раз его тоже пригласили. Почти такое же было. И если посмотреть на вот это интервью, которое вот этот посол Китая, находящийся во Франции, произвел, надо понять одно. Это был бывший руководитель департамента по Африке Министерства иностранных дел. То есть это не какой-то новый там, он как бы хороший, состоявшийся политик, который регулировал континент. И он высказывался открыто, как французы говорят, новая генерация послов, то есть свободных, которые открыто, смело высказывают свои позиции, и его так представили. И диалог состоялся очень долгий касательно Тайваня. По Тайваню посол обвинял Францию в том, что европейские страны, да, включая Америку, вмешиваются и в целостность Китая. То есть Тайвань они считают своим как бы областью и автономным своей областью, и считают, что это Китай. И решение по Тайвану не Тайвань должен принимать, а весь Китай. То есть он ссылался на резолюции ООН и так далее, и так далее. В этом вопросе дискуссия прошла, и каждая из сторон как бы свои позиции рассказали. Если вы не против, я несколько эпизодов покажу этой встречи. Да, конечно. Сейчас, одну минуту.
La Chine hausse le ton dans ce contexte de tension mondiale. Le ministre des Affaires étrangères chinois accuse les Occidentaux de vouloir, je cite, piétiner la souveraineté chinoise, annonce qu'elle ne fera pas de concessions sur Taïwan. Cette déclaration survient quelques jours après les manœuvres extrêmement impressionnantes de la Chine autour de Taïwan, comme un deuxième front qui s'ouvre dans un conflit déjà mondialisé entre les grandes puissances. C'est l'un des événements marquants de ces derniers jours. C'est dans ce cadre que nous recevrons Lu Shai, poids lourd de la diplomatie chinoise, ancien directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères, figure de la nouvelle génération du diplomate de Xi Jinping. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Rochepin. Merci beaucoup d'être là. Votre position, on a l'impression qu'elle s'est encore fortifiée après la visite du président Macron à Pékin. Ces propos qui ont été tellement commentés, il faut les relire parce qu'évidemment on aimerait votre réaction à ce sujet. C'était à nos confrères et consoeurs des Échos, le président Macron qui semblait se rapprocher fortement de la... Вот о чем я говорил, вот это высказывание Эммануэля Макрона относительно выстраивания отношений европейское и китайское отношение. То есть они не должны идти через Америку, и, к сожалению, Европа страшно признать, то есть выстраивает свою политику относительно американской политики. Вот здесь вот он как бы такой жест делается, и с этого дискуссия началась. Вот я остановлю, и мы продолжим наш... Одну секунду. Вот наш диалог. И вот в этой дискуссии разговор был о Тайване, острый диалог был. И там вот эти маневры были, да, китайского государства вокруг Тайваня, и это в скандал вылился, в очередной скандал, и Европа, Америка, Тайвань поддержали, и Китай обвинял европейцев и американцев во вмешивание, в разрушение целостности Китая. Потом дискуссия перешла в другое русло, там разговор шел о Крыме. Вот этот ведущий конкретно задал вопросы вот этому дипломату новой генерации, как говорит ведущий. Вы считаете Крым украинский или российский? Он избегал этого вопроса, говорил, что сегодня он российский. Он никак не признавал, что это территория украинской страны. И он сказал, что вообще вот все суверенитеты бывших республик, они не соответствуют международному праву, и они не признаны. То есть вот это скандальное самое его изречение было. Естественно, он основывался на что-то, он не просто так это ляпнул. Он говорил, что вот этим странам надо заново сесть с Российской Федерацией и провести заново переговоры, демилитацию границы, то есть отдать часть территории и так далее, и так далее, и так далее. То есть намек был на это. Здесь прошла большая дискуссия между двумя сторонами, и ему привели пример, что это украинская территория. Он сказал, что ну, она же была раньше российская. Ну вот эти вот диалоги о Крыме, которые раньше были, он просто продолжил. И он рассказал о мирном плане 12 позиций, которые они давали, которые учитывают прежде интересы России больше, чем Украины и так далее. Сослался на, говорит, если на то пошло, давайте с Японией разбираться. Япония тоже должна заплатить за то, что она оккупировала Китай и так далее, и так далее. То есть он уводил разговор. Но в этом вот разговоре он сказал основную идею – многополярность мира. Потому что диалог настолько зашел сильно, что вот этого Мао Цзэдуна, вот этого вот ихнего лидера китайского, да, который истребил немало людей, значит, французская сторона, вот, ведущий считает диктатором, а он говорит, это национальный герой. И так, его как бы приравняли к Сталину, Гитлеру, и он сильно противился и говорил, что я не пришел дискутировать на эту тему, я пришел дискутировать на другие темы. И опять же он продолжил многополярность мира. То есть эту саму идею многополярности мира, ее, я думаю, что в глубоких советских политических кабинетах в глубокое время ее как альтернатива демократии, как альтернатива удержания диктаторского режима, то есть как альтернатива идеи многополярности, ее выдвинули вперед.
И сегодня весь мир сталкивается с двумя позициями. С одной стороны, это декларация гражданских и политических прав человека, где оговорены человеческие ценности, которые должны на этой планете, которые все страны подписали, и Китай, и Россия, и Украина, все, потому что это резолюция, это конвенция, международный пакт, который заменил общую декларацию прав человека, он заменил, он дополнил и расширил. Потому что мы развиваемся, наши права увеличиваются, комфорт увеличивается, и, соответственно, это уже как бы расширяется. И в этой связи, вот, чтобы как-то узаконить диктаторскую власть, узаконить диктаторские режимы, вот эту вот идею многополярности мира, то есть не все должны быть демократами, да, но в то же время они скрывают, хорошо скрыли диктаторство за счет многополярности мира. И вот это ведущий хотел донести, а китайский вот этот посол хотел противостоять этой идее демократии. И в конце концов они договорились до того, что китайский посол сказал, вообще демократию кто определяет? Какая комиссия определяет, эта страна демократия или эта страна диктатура? Кто взял на себя право это определять? Вот эта дискуссия, она именно приводит к тому, что говорится, транслируется на российском телевидении. То есть они размывают международное право, размывают все фундаментальные уже договоренности, и вот эти многоидейную, многовекторную, многополярную мир засовывают туда и делают, честно говоря, политический бардак. Вот в целом я в двух словах рассказал этот разговор, но там есть очень много интересных идей, которые были. Естественно, МИД Китая сразу же отказался от позиции этого посла, сказал, что это его личная позиция, да, и отрекся от этих слов, которые он высказал как дипломат новой генерации, молодой дипломат. Но этот скандал состоялся, и он вскрыл на самом деле такую скрытую стратегию диктаторских режимов, таких как Китай, Россия, Туркменистан, то есть многополярность мира. Об этом еще говорил Путин в 2007 году на Мюнхенской конференции, если вы помните. Да, конечно. Разрушение Советского Союза, это считается катастрофой. Вот у меня, Руслан, вам вопрос вот в связи с этим. Как вы считаете, сегодня вот эти состоявшиеся республики, да, то есть международные, подтвержденные, согласно международным нормам, получили лимитизацию границ, там, ну, они как бы состоявшиеся, они признаются всем миром, в ООН, везде признаются, у них есть печать, территория, народы, конституция своя, то есть все атрибуты государства они имеют. Как вы считаете, вот в 1991 году, когда Советский Союз распался, инициатором была Россия, Украина, если не ошибаюсь, Казахстан для распада России. То есть они взяли... Казахстан последний ушел, кстати. Нет, он вышел последний, но он присутствовал на этой вот Беларуси. Да, Беларуси было, но он последний подписал. Но инициаторами, то есть вот как бы были они. И вот это вот деление, да, вот это разрушение Советского Союза и деление на маленькие государства было правомерным или все-таки надо пересмотреть это все? Как вы считаете? Я, конечно, считаю, что здесь есть две позиции. Первая основана, опять-таки, как вы сказали, на опыте и на фундаменте международного права. Государство, Советский Союз учредили 4 республики, в том числе Украина, Беларусь, Украина. И это, по сути, конфедерация, в общем-то говоря. Они друг другу равны, то есть, условно говоря, Кыргызстан равен Российской Федерации, Российская Федерация равна там Грузии, то есть там же, по сути, члены-учредители этого государства, этого союза, они являлись как бы равноправными партнерами. То, что есть какая-то территория у одних больше, у других меньше, ресурсов меньше, у других больше, в правовых международных отношениях это роли не имеет, это универсальные параметры, универсальные ценности. Что касается того, насколько они субъектны, суверенны и независимы, здесь тоже есть позиция такая, что
политическая суверенизация – вещь, не привнесенная извне. Она питается внутренними соками, внутренней экзистенцией, условно говоря, народ собирается, утверждает себя как независимое государство. Ведь и Советского Союза-то не было. Ведь они учредились, да, по сути говоря, они учредились и стали новым государственным образованием. Китайская Народная Республика, тоже ее не было, как известно. Была империя Цзинь, а потом Гоминдановский Китай, а потом Мао Цзэдун революционным образом его переучредил. Об этом очень много написано, и, естественно, в французской литературе масса того, что революция, она переучреждает новый политический порядок и новые политические единицы. Да? Революция есть акт утверждения новой политической воли. Вот она случилась в 17 году. В Российской империи учредилось государство Советский Союз. Там в 1947 году или 1948 году случилась революция Мао, вот учредилась Китайская Народная Республика. То есть революция сама по себе есть учреждение чего-то нового. Когда они сейчас на пару, я имею в виду Пекин и Москва, пытаются говорить о том, что развелись неверно, ну тогда и собрались тогда неверно, потому что одно, как я уже говорю, верно другому. То есть здесь чистая математика. Если соединились, значит неверно, и разошлись неверно. Не может быть, что эти же страны, которые государство учреждали, они же распустили этот момент правильно, этот неправильно. Есть очень простой пример, если позволите. Когда говорят, у вас есть право, условно говоря, заключить брак, да, с супругом. Это право у вас есть. Но у вас же есть неотъемлемое право развестись. И этот акт юридический, он равен акту этому. То есть А равно Б, тут ничего не поделаешь. Здесь то же самое. Или международные отношения имеют универсальные ценности, или тогда кто в лес, кто по дрова. Кто утверждал Соединенные Штаты? Учредили через революцию, опять-таки, и так далее. Кто в современной Франции учреждение через революцию? То же самое, да? Ну, так получилось, что Франция, в принципе, зачала этот новый мир, и этот мир, новое время, как мы говорим его там, да, оно и стало, собственно говоря, основой всего этого. Понятно, что постялтинский мир развалился. 1945 год и страны-победители, куда почему-то запихали Китай в Совбез ООН, что очень странно. Он сейчас развалился. 72 года фактически прошли цикл. Эти страны развалились. Россия не может быть членом Совбеза ООН, членом страной-победителя, потому что она агрессор, потому что этой страны нет, которая побеждала. Тогда в этом случае надо наделить полномочиями члена Совета Безопасности Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Грузию, Эстонию, Литву и так далее, потому что они составляли общее единое пространство. Тогда давайте там, условно говоря, поделим, да, статус России как член Совбеза ООН и на вот эти 15 республик, плюс еще Карело-Финскую, да, если помните, которую создали, а потом убрали. Здесь они молчат, опять-таки. Потом есть очень интересный момент, когда они говорят, что мы правопреемники, хорошо, значит, мы имеем наследие, а тогда куда же деваются все остальные правопреемники? Да? Соответственно, мы, я имею в виду страны, государства, которые были в составе Советского Союза, вправе потребовать те же ресурсы, которые использовали, в свою очередь, Москва использовала. Да, это же тоже вопрос как бы юридический, он тоже не решен. То есть Китай вступает на очень опасную тропинку, потому что, с одной стороны, он говорит, давайте предъявим репарации Японии. Хорошо, Япония страна побежденная, но постялтинский мир сейчас разрушился, он выстраивается новый. Япония претендует на статус Курильских островов, Шикотан, что там еще, вот этой Курильской гряды, да? Да, да, значит, это первое. Второе, часть территории Монголистана, Тибет, Уйгуристан, территории отобранные. Здесь тоже, я думаю, что вот эта позиция Лю Шуая, вот этого, эта истеричная позиция, она связана со страхом того, что Китай также развалится. Почему я так считаю? Ну, все-таки я историк, и вы знаете, была такая известная династия Мин. К 1500 году, как считают историки, она превосходила ВВП Европы. Население 100-130 миллионов человек, прекрасная технология, порох. Я как-то рассказывал, что их каравеллы, они превосходили в 13-12 веках каравеллы
товарища Колумба, вот эти вот, да, пенты, вот эти, помните? Да. Значит, они водоизмещение в 4-5 раз превосходили. То есть это колоссальнейший флот. И Китай, в общем-то, который решил в какой-то момент, что он может выйти вот из своего вот этого кокона и утвердить себя, вот то, что они называют Срединной империей, они не смогли. Сейчас я думаю, что вот эта вот попытка второго захода империи, не Мин уже, а империи Си, она закончится тем же самым, потому что Европа быстро пересобралась, и, в общем-то, небольшими силами португальцы, англичане, да и голландцы, в общем-то, да, там в Малайзию, Индонезию, когда пришли, они поставили ее на колени, я уж не говорю про японцев. То есть Китай, в принципе, какой бы он дутый не был, у него единственный шанс, или он играет по правилам международным, или же Европа, неважно, Соединенные Штаты, весь остальной мир просто Китай раздолбливают. Потому что новый мир, который предлагает Китай, он же, как вы правильно сказали, мир не демократичный. Потому что, понятно, Америка, когда предложила свою модель, это модель там, да, англосаксонской демократии. У вас есть что-то лучше? Вот спрашиваем мы Китай. Предложите, что лучше вы можете предложить? Ничего они не предлагают. То есть нету никакой China's Dream, в отличие от American's Dream, например. Да. Нету никаких универсальных ценностей, как они есть в Европе, права человека, либерте, эгалите, фратерните, да, тоже нету ничего этого. Поэтому чисто экономически, я думаю, Китай не сможет, а то, что он размахивает дубиной и пытается сломать международный юридический порядок, только ему во вред, потому что ведь мы знаем, Соединенные Штаты, да и Франция, они же не отрицают того, что Тайвань является частью Китая. То есть они же признают, это просто модель 1+1. В этом случае они могут сказать, хорошо, если вы сейчас отрицаете систему международных отношений, тогда мы признаем Тайвань независимым государством, потому что воля собственного народа, она выше воли каких-то чиновников. И в этом случае они признают Тибет, Восточный Туркестан, внутреннюю Монголию, и там начнутся, там, условно, Дунгания и так далее, и так далее. И Китай просто разорвет изнутри. Я думаю, что это вот прям опасная игра с огнем. Ну, да, продолжайте. Да, нет, я хотел в свою очередь вам задать, если вы не против. Говорите. Вот такая позиция Лю Шуая, да, пускай она, понятно, эмоциональная, хотя от китайца эмоциональная позиция очень странная, но как бы там ни было. Пренебрежительное отношение к странам Центральной Азии, фактически, да, что у них неполноценный суверенитет. Это действительно реальное отношение Китая. Вот мы с вами обсуждали вчера вот китайские инвестпроекты, в том числе в газовой сфере. Или это попытка Китая все-таки по-хитрому заместить Россию, вот, потому что Россия как бы как большая тушка сдулась, и на ее место хлынет Китай. Вот как вы считаете? Здесь Китай ведет многовекторную политику, да, то есть не одновекторную. Если обратить внимание на ООН, из 224 государств, то 10 являются демократических, 114 недемократических. Вот из этих недемократических, диктаторских, ну, где-то около 50-60%, которые, ну, как бы идут по направлению диктатуры. И я думаю, что сейчас вот эта война в Украине, да, это просто столкновение демократических ценностей с диктаторскими ценностями. И если Россия там проиграет на этой войне, есть разные варианты проигрыша. Если она проиграет вот, с разрушением России, да, на областя и так далее, да, то это для Китая очень опасно, потому что завтра все придет к нему. Это демократия, это все. То есть линия обороны лучше держать подальше от своей страны. То есть когда ты диктатор, но когда есть похлеще диктатор, чем ты, к тебе внимание меньше, чем, допустим, к Путину. Да? Поэтому ему этот диктатор нужен. Есть еще с другой стороны, если посмотрите, у Китая на юге есть Северная Корея, другой диктатор. То есть они выстраивают оборону. И за Россию они держатся не потому, что они ее будут жалеть или что. Они ее терзать, грабить тоже будут. Территорию отхватывать, все. Но им нужна диктатура. Они все-таки
когда говорят многополярность мира, это имеется в виду, вы нам дайте тоже нишу диктаторства, все мы не должны жить в демократии, то есть наш народ выбирает Мао Цзэдуна, да, как героя. Ну да, он убил там 20-30 миллионов человек, но все равно он наш национальный герой, как говорит вот этот вот посол, выступавший на французском телевидении. И когда даже на факты отрицаешь, он говорит, это вы пренебрежительно берете. То есть нигде революция просто так не получается, люди везде умирают. Вот они сделали доклад по Америке о нарушении прав человека и демократических ценностей в Америке. Как он говорит, мы предоставили Америке этот доклад, Европе, в ООН, никто даже внимания не обратил. Они тоже защищаются, и дипломатия Китая гораздо сильнее дипломатии России, Российской Федерации. У них есть идея, у них есть классическое состояние, структура демократии, которая выстроена на идейных ценностях, целой системы. Поэтому я думаю, что Китай, естественно, относится к этим вновь создавшимся, как она считает, странам независимым, да, которым 30 лет, 35 лет, пренебрежительно. Сегодня она откачивает ресурсы оттуда, да, идет экспансии, но если так ситуация пойдет хорошо, она будет держать там свое влияние. Влияние за счет экспансии, то есть употреблением экономических возможностей, выстраиванием долгосрочных стратегических экономических отношений. То есть вся политика через экономику строится. В отличие от России, Россия конкретно имеет надежду вернуть эти страны обратно в свой состав. Если вы заметили, Путин не говорит о вестиж, это, как сказать, не наследстве Советского Союза, он аж говорит о наследстве императора. То есть оттуда он захватывает, что вот эти все центральноазиатские страны были захвачены империей российской, и это наши страны. А Советский Союз он упоминает вскользь. То есть вот они разделились неправильно. Поэтому здесь не Путин, здесь вся российская идеология такая сегодня. Мы не должны потерять вот эти вот страны. Я думаю, что корень вот этого всего – это столкновение двух систем, которые друг другу противоречат. Это демократическая система, да, устройство государства, и диктаторская система устройства государства. Есть еще полубандитская, диктаторская, которая сегодня в России имеется. И вот здесь перелом, этот разлом идет по линии Украины. И сейчас судьба решится. Вот в этом регионе, где мы живем, Центральная Азия или бывшая СНГ, Союз независимых государств, там наступит региональное влияние диктаторской страны, да, какой-то из, или региональное влияние европейского и свободного мира. То есть свободный мир, я имею в виду вот Англия. Она не демократическая такая страна, но она свободная страна. То есть там можно реализовать человеческие права, и они учитываются. То есть они придерживаются. Или Япония. Они тоже придерживаются ценностям, значит, подписанным документам и развиваются в сторону свободной демократии. Вот здесь, я думаю, корень вот этой позиции, то, что Совет, я вам задал этот вопрос, и я думаю, что когда Советский Союз распался, он просто закрылся. То есть вот была, допустим, одна организация, в состав которой входили крупные филиалы. Вот просто центральный офис закрылся, и каждый филиал, как смог начал выживать, действовать. Да? Я думаю, что здесь надо было провести собрание, то есть с этими будущими республиками, да, с каждым сесть, создать комиссию какую-то, да, при Советском Союзе, еще не закрывая ее, и как бы коллегиально принять решение и подписать эти документы коллегиально. Не так 4 страны вышли, объявили, что другая страна умерла, и каждый руководитель, секретарь ЦК партии своей страны, он стал автоматически президентом, и он сидел, ждал
дальнейшие указания, потому что 70 лет они это ждали. Например, туркменский президент предпоследний вышел из состава СССР. СССР развалился, новые страны образовались, новое содружество независимых государств. Да? В 90-м там началось уже эти движения. Литва ушла, Эстония ушла, это ушла. Уже они объявили, и только предпоследний Туркменистан ждал команды, звонков нету с Москвы, ничего нету. И он посмотрел, остался Казахстан, и все, остальные все почти перешли. И Туркменистан объявил о своей независимости в сентябре 92 года. То есть разделение не было, я так думаю, гладко, оно было из влиянию нескольких руководителей. То есть другие руководители, да, они даже не были в курсе. Они знали, что что-то сейчас распадется или переформатируется в другое. И это произошло как не подарок, а как спонтанно. Из-за этого сейчас идут вот эти вот, уже 30 лет прошло, вот эти вот непонятные диалоги, агрессии, войны. Они будут продолжаться, пока вот эти страны заново не вернутся к этому вопросу, или же окончательно Россия не развалится. Потому что инициатор этого всего на сегодняшний день Россия. Она имеет глаз на Казахстан, на Украину, Беларусь она считает как бы уже своей, Центральную Азию она тоже хочет подмять, потому что они должны быть нашими региональными инструментами и так далее. Я думаю, здесь вот этот спор с войной Украины, есть вероятность, что он закончится, или он еще будет вот как затухший конфликт, замороженный конфликт, еще идти какое-то время, и опять какая-то война пойдет. Опять Россия вооружится, если Путин или система Путина, или проект Путина не уйдет, опять они вооружатся. Если Украину не смогут, они начнут с более мелкого. Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, то есть начнут собирать. Но вот чтобы это остановить, я думаю, надо вот всем собраться, этим руководителям стран, да, и провести, вернуться к этому вот диалогу, который должен был состояться при разделении Советского Союза, и завершить его. Хотя бы морально, я так думаю. Потому что сегодня, когда они начали отделяться, да, каждый из соседей приняли соответствующие почти автоматические договора, подписали о демилитаризации границы, о признании суверенитетов и так далее. Это автоматически, оно не выстроено ни народом. Допустим, на туркменский народ и на другие народы эта независимость, свобода упала сверху. Народ как бы не воевал, не пролил ни капли крови, ничего не сделал. Это упало просто в 91-92 году. И не только на Туркменистан, но и на другие страны. Народ не выстрадал, поэтому мы сейчас и живем в диктатуре. То есть мы сейчас задним числом начинаем бороться за свою независимость от диктатора. Независимость от Москвы, она получена. Неофициально, она официально получена, но фактически пока не получена. Потому что даже наш диктатор вызывается в Москву, избивается там, указывается там, и как бы его место сразу определяет, и он исполняет все, что оттуда хотят. То есть не интересы нашего государства, а интересы Москвы. И я думаю, что вот это вот разматывание этого клубка еще впереди, и это говорит о том, что эти войны, как агрессия России против Украины, они еще продолжатся. Против Казахстана, против Узбекистана, ну, неважно против кого, но это еще не затухнет. Пока мы грамотно не разделимся или не вернемся, или морально не признаем эти границы, все окончательно. Потому что сегодня Путин, он же во всех местах открыто не говорит, но намекает, что разделение этого Советского Союза – это катастрофа века. Это вообще наши территории ушли, наши интересы ушли автоматически. Мы даже их не проигрывали, они просто ушли. Вот я думаю, вот такая позиция имеет место. Да, спасибо. Здесь интересная ваша мысль относительно того, что суверенитет нужно вымучить. И есть такой очень хороший тезис, что восставший народ и есть суверен.
То есть суверен – это прежде всего некое напряжение политической воли. Если ее нет, то я с вами соглашусь, то как бы и цены нету, и не понимают, и просто насаживается какой-то вот диктатор, который, в общем-то, не дает этого. Суверенитет – это вещь, которая всегда проявляется в борьбе абсолютно. И, собственно, как и говорил Томас Джефферсон, один из отцов-основателей Соединенных Штатов, автор Конституции, да, что древо демократии должно обязательно увлажняться и питаться кровью мучеников и диктаторов, да, то есть это постоянный процесс, если этого нет, то оно постепенно засыхает. Это первый аспект. А второй, действительно, Россия, то есть сейчас находится в состоянии агонии, это имперская агония, и многие империи прошли этот период, да, потому что, почему, кстати говоря, парадокс того, вот мирно разошлись, это всех удивило, потому что само по себе империи редко когда расходятся мирно. Но вот сейчас мы видим, хотя они пытались там по окайме границ бывшего Советского Союза поджечь, там в Оше, мы помним, в Азербайджане, в Ходжалы, в Литве то, что происходило там, в Таджикистане и так далее. Но все равно относительно мирно. Но вот сейчас мы видим, что процесс распада России, вот Советской империи, он вступил в окончательную фазу, потому что так или иначе они находились все, большинство этих бывших республик в орбите влияния Москвы. И вот сейчас через агрессию против Украины Российская империя, в общем-то, последний свой этап доживает. И если действительно она не проиграет и не развалится, то этот процесс будет еще дольше продолжен. И в этом случае, конечно, в интересах всех наших стран, республик, чтобы она проиграла окончательно и бесповоротно. Есть опыт Германии, да, помните, как проигранная война, Веймарский синдром, значит, диктатура, и ведь это Германия, одна из самых образованнейших наций мира, с ее розенкрейцерским просвещением и так далее, пришли Карл Шмидт там и доказали, что ничего подобного, демократия нам не нужна, вот мы имеем право, вот, как это там, Лебенрауф, там, да, пространство жизни. Да. И все такое. И, в общем-то, да, народ, который жаждал мести, жаждал того, чтобы восстановить свое могущество, они вот привели Гитлера к власти. Хотя, опять-таки, мы же помним, что фактически Москва поспособствовала, потому что Сталин запрещал Тельману блокироваться с социал-демократами, хотя социал-демократы и коммунисты имели большинство. Гитлер не набирал уже на последних выборах 32-33 годов большинства, фактически третий, там даже меньше, по-моему, третий, проголосовали. То есть мы видим, что, в принципе, если диктатуре не дать по рукам, опять-таки у немцев есть очень хорошее определение аккламационная диктатура, да, Саид ее, гражданин Германии, но он сам пакистанец, по-моему. Аккламационная диктатура, которая якобы поддерживается тотальным большинством. Но в Германии не было аккламационной диктатуры, она не поддерживалась тотальным большинством. А российский путинский режим тоже не поддерживается тотальным большинством, потому что сейчас они, конечно, вот эти вот свои соцопросы публикуют в ЦИОМовске 80%, ну, ложь. А вот еще когда можно было публиковать... Да, вот эти пресловутые 80%. Когда в 2020 году еще публиковались более или менее, было видно, что динамика низкая, то есть меньше 40%. То есть большинство, явное большинство не было сторонниками Путина. И война ему нужна была, потому что он терял власть, она ускользала из его рук, реально ускользала. То есть народная поддержка. И поэтому, ну, как говорится, война все спишет, кто против войны, тот предатель. И так далее и тому подобное. Но вот на ваш взгляд, насколько Китай способен навязать свою волю всему миру? Ведь одно дело там громыхать, что мы там выпускаем огромное количество игрушек или еще чего-то. А как я уже говорил, вот династия Тан, она превосходила весь мир. Династия Тан, я просто напомню нашим зрителям, пришла после свержения монголо-тюркской династии Юань.
династии Хубилая. И это был пик могущества Китая. Но они ничего не смогли сделать. И Европа, которая в разы уступала во всем и вся, Китай долбала и долбала. Сейчас я вижу примерно то же самое, что они пытаются вот зевать, так сказать, разинули рот на тюркское пространство и вот утвердить свое могущество. Вот на ваш взгляд, смогут они, сдюжат, или опять это закончится для Китая, что называется, вот, очередным коллапсом? Ну, тюркское пространство, да, вот Центральной Азии, стран Центральной Азии, они, сами страны Центральной Азии в руки к ним идут. Они там никаких таких вот агрессивных действий не делают. Они аккуратно стелют, как говорится, и аккуратно выстраивают свою экспансию. То есть экономические отношения, не заставляют местного диктатора какие-то рамки соблюдать. Они его отправляют в свободное плавание, но экономически завязывают. Это, скажем так, глубокая стратегия, но она не видна. В отличие от Путина. Там были 3 игрока всегда в регионе. Первый игрок, могущественный игрок с давних пор, это Россия. Второй региональный игрок – это Эрдоган. Он активизировался последние там 10-15 лет. Как страны получили свободу, он сразу начал тоже активизироваться. То есть в течение 20-30 лет он выстраивал отношения Туран, начал заводить их и уже начал с ними подписывать документы, потихонечку от России уводить. Далее Китай выжидал. Китай никогда не будет открыто, значит, лицом к лицу воевать с кем-то, если его территория не уходит, если кто-то не нападает на него. У него вот стратегия такая. И здесь вот в Центральной Азии сама идет в руки к нему. Почему? Россия начинает уступать Украине в войне, соответственно, она кидает все силы туда, и нету ресурсов держать Центральную Азию. Наши вот страны пытаются к Эрдогану убежать, но в то же время экономически завязаны с Китаем. Я думаю, как будет развиваться ситуация. Здесь есть третья сила, которая не видно, это сами народы, это гражданское общество. Если мы сможем развить это гражданское общество до точки, где они могут встать и свою независимость поставить, тогда будет относительно независимое, относительно демократическое государство, потому что оно сразу не может с минуса в плюс перейти. Это будет государство, которое берет свои цели в сторону демократии, и сможет ли она удержаться вот в этой линии демократии, да, или она будет зигзагами ходить, или она, как Грузия, может уйти вправо, или как Киргизия, влево далеко. Это будет зависеть от руководителей и от идеологии этого руководителя. К сожалению, народы не так активны. Они сегодня, эти народы Центральной Азии, не решают политику государства, не решают, не участвуют широко в общественной жизни. Кроме этого, есть с советских времен специальный класс подхалимов, поддерживающих власти. Кто бы ни был к власти, кто бы ни пришел, тут же вот этот социальный класс подхалимов, и кто кормит свою кормушку, тут же и возвышает, и не дает права на размышления, на понимание простому народу. И тем самым вместо с властью они обогащаются и уводят народ не в сторону демократии, а в другую сторону. Поэтому вот есть реальные силы. Путин уменьшается как региональный политик. Эрдоган, если сейчас уйдет, оно практически прекращается. Остается региональный политик третий, Китай. Он своим терпением, своим, значит, неагрессивным развитием в Центральной Азии смог добиться, что в руки все само идет. Здесь есть опасность в том, что народ, как региональный игрок, то есть каждый народ может подняться, и Центральная Азия может объединиться и стать самостоятельным игроком. Вот мы приверженцы вот этого, вот, чтобы Центральная Азия объединилась, народы получили независимость, и каждая страна развивается по-своему, но было общий там договор обороны, совместной политики, диалоги, чтобы противостоять крупным региональным игрокам, таким как Америка, Европа, Китай. То есть
давать самостоятельную политику, создавать свою политику, вести свою стратегию и так далее. То есть не быть как марионеткой каких-то региональных игроков. Поэтому в Центральной Азии будут большие перемены. И я думаю, что они преждевременно будут в Центральной Азии, чем в России. Потому что мы от центра Москвы далеко, и всегда с дальних границ начинается все. Даже если переворот будет в России, он не будет сразу демократичным, он там этапный переворот, или я не знаю, то есть он будет еще тлеть и тлеть, старый режим умирать медленно будет. Сразу его уничтожить нельзя, потому что эти вот люди с этим пониманием советской психологии, вот этой НКВДшной, они во всех областях, во всех социальных лифтах, во всех административных лифтах государства, и их одним разом или одним годом невозможно уничтожить. Я так думаю. Спасибо. А вот как вы считаете, если, например, режим Путина пойдет, может ли это спровоцировать новую волну, ну, такой центральноазиатской весны, условно говоря, да, по аналогии с арабской весной? И режимы начнут вот один за другим, то есть весна народов, люди, как вы говорите, начнут просыпаться, потому что, ну, все равно смотрят на Москву, там, что скажет и так далее. Вот может ли это стать таким принципом домино, когда вот диктаторы начнут там падать один за другим? Я думаю, что вероятность очень высокая. Вот этих, ну, это цветная революция, это диктаторы так называют, это парад независимости по-нормальному, да. И вот все не учитывают этот фактор, это новой глобализации информации. То есть сегодня понять, как ты плохо живешь, очень быстро можно понять, если интернет все доступен, быстро есть новые социальные эти сети, которые быстро тебе показывают, насколько ты плохо живешь или насколько твои права меньше, чем у него там, допустим, взять туркменистанца. Сейчас закрыто все, он не знает, что творится вот в соседнем районе, он не знает в соседнем городе, что творится. И он считает, что то, что творится у него, это во всем мире так, как они говорят. Ну, везде плохо же, везде же кризис, везде вот нет уже прав, не только в Туркменистане. Ну, приходится им рассказывать, какие есть права в Турции, в Германии, во Франции, в Китае, объяснять, что мир не такой односторонний. Да, везде есть коррупция, но, допустим, во Франции она составляет максимум 5%, 10%, но в Туркмении она 100%. Нельзя же уравновешивать. Мы на 169 месте по коррупции. Иногда обгоняем Северную Корею, иногда как бы перед ней становимся, но мы как бы лидеры. У нас 100% коррупция. У нас чиновники открыто говорят, сколько надо отдать. То есть они даже на законы не смотрят. То есть не надо не учитывать этот фактор. И я думаю, что сегодня эти режимы стоят только потому, что у них есть так называемый лидер, который их поддерживает. И это лидер определяет, кто будет там президент и какой режим. Потому что есть затухшие конфликты в каждой стране. В Узбекистане, в Казахстане, в Туркменистане, во всех странах. Путин может просто ее возобновить, конфликт. Допустим, в Туркменистане идет демократия, быстро войнушку между Узбекистаном и Туркменистаном. Все силы кидаются туда, в это время идет переворот диктаторский новый. Там перезахват власти, спецвойска, там зеленые человечки залетают и меняют власть. То есть это все, как вам сказать, есть все проекты эти. Поэтому однозначно с падением Путина в Центральной Азии независимость появится нескольких стран. Сразу всех не появится. Первое, вот сейчас или Казахстан, или Туркменистан. Скорее всего, будет проще это все получить независимость Туркменистана. Второе, Казахстан. Если Казахстан, Туркменистан стрельнет, ну, я имею в виду, перейдут на демократию, то однозначно Таджикистан отделается от этого Рахмонова, потому что он 100% поддерживает Россию. И без российского влияния его народ сам победит без проблем. Как Казахстан, Туркменистан, Таджикистан объединятся, Киргизия сразу объединится автоматически. Остается Узбекистан.
С Узбекистаном будет долгий процесс, потому что там, в отличие от других центральноазиатских стран, они очень серьезно относятся к идее, очень серьезно относятся к отстраиванию административных органов и влияния административных органов. Там как бы власть, она гораздо сильнее, чем во всех центральноазиатских странах. В Узбекистане она сильнее. И ее убрать, эту систему власти, да, убрать без конкретных примеров, допустим, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, народ Узбекистана не пойдет на эти перемены. Потому что я думаю, что они не пессимисты, они тоже хотят свободы, но там люди гораздо глубже на проблемы смотрят и взвешенно подходят очень сильно. Это не говорит, что в других странах не взвешенно подходит, но, как вам сказать, у него своеобразность этого народа. Он очень трудолюбивый, очень, как вам сказать, доверяющий своему руководству. И руководство не поступает, как вот наше руководство, наплевало на народ. Допустим, вы можете отправить СМС, и президент вам позвонит в течение 2-3 дней. То есть есть связь власти с народом и есть поддержка народа. В отличие от Туркменистана, где президент просто наплевал на народ, строит свои города, свои мечети, свое ханство и так далее. Он даже не учитывает народ. То есть там поддержки нету народной, да, а в Узбекистане она есть. Пускай она, не 50%, но сколько-то процентов, важных процентов имеется. Поэтому она перейдет только тогда, когда она увидит, что демократическая система лучше, чем эта система. Тогда народ перейдет на демократию. Я думаю, приблизительно так будет. Спасибо. Будем надеяться, что так и будет. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые зрители. Поблагодарим нашего уважаемого гостя, эксперта и друга Мурата Курбанова. Будем встречаться и дальше, обсуждать текущие дела, которые происходят в Центральной Азии, и вокруг нее. Спасибо вам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Спасибо большое всем зрителям за то, что вы наблюдаете за нами, за то, что вы пишете комментарии. Руслан, отдельное спасибо за то, что такие беседы проводим. Это очень важно для наших народов, чтобы они политически были